Коллеги, на чем мы остановились, когда меня в очередной раз выбило? Итак, я составил расписание для нашего объединения. Составил расписание. Вот у нас в учебном плане, у нас по нашему предмету, в нашем объединении, по физкультуре на добавление учеников. Угу, понятно. Остановились на добавлении учеников. Не виден опять рабочий стол? Давайте перезагрузимся. Перезагрузим показ рабочего стола. Так, сейчас видно? Так, виден рабочий стол? Плюсик в чат. Если виден рабочий стол и меня слышно. Хорошо, мы остановились на том, что создали приказ, и на основании приказа, который находится в управлении движения учащихся, а он виден только заучем и администратором. Вот номер 23, я создал приказ, нет, я его переделал, дату поменял. От 1 сентября, от 2 сентября, вот он, 23 приказ от 2 сентября 2019 года о зачислении 4 человек. Я его могу просмотреть, приказ, могу вывести на печать. Кстати, вот он, пожалуйста, Ctrl-P, и вы можете его распечатать. Вот, то есть даже не надо печатать отдельно где-то его создавать. Можно в ГИСЭО сначала ребенка добавить, а потом приказ распечатать из ГИСЭО. Либо вы можете его выгрузить в Excel, приказ. Смотрите, как вам удобнее. И как вы уже привыкли делать. А то некоторые напечатают сначала приказ, учреждение, я знаю, а потом, согласно этому приказу, заносят в ГИСЭО. Ну, вы уже знаете номер приказа, занесите в ГИСЭО, а потом выведите на печать. Кстати, здесь, если выделить, может быть, шапка вам не подходит. По вашей номенклатуре оно не соответствует вашему виду. Вы можете нажать на печать, и вот здесь отсюда его скопировать и вставить. И вы можете его вставить в свой приказ. В свой приказ, который вы будете делать. Ну, в Word. Так, где тут у нас Word? И он вставляется. Почему-то Word. И он вставляется в ваш приказ. Либо в Excel. Ну, в Excel не вижу смысла его выгружать. Так, все ли у нас звук пропадает, да? Вроде бы все нормально работало. Сегодня целый день вебинары шли. И почему-то здесь выкидывает. Так, двигаемся дальше. Приказ сделали. Второй шаг – это надо составить расписание. Ну, я уже его составил. Я просто выбрал неделю, на которую мы составляем расписание. Выбрал объединение, предмет автоматом выскакивает. И выбираю день недели. Он сразу автоматом ставит дату, номер урока, кабинет, педагог. 3 часа у меня в учебном плане было заложено на этот предмет. 3 часа я поставил. После того, как создано расписание, это делает вам заучи, у вас появится журнал. Итак, журнал объединения. Вот он, ваш журнал. Кнопочку «Загрузить» надо нажать еще. Журнал также можно распечатать, вывести в Excel. Или вывести в Excel. По окончании года в отчетах есть специальный отчет, распечатка журнала. Вы его распечатаете, отчеты мы еще посмотрим. Итак, вот журнал у вас есть, вы пришли на урок, либо провели урок, а потом после урока его будете заполнять. 2 сентября у меня было занятие. Я щелкаю по нему и открывается. Я здесь могу отметить посещаемость. Посещаемость отмечается вот этими значками. УП – пропуск по уважительной причине. Б – болел. НП – по неуважительной причине. Отсутствовал, опоздал, освобожден. И можете сохранить и вернуться. Вот. Но у вас не будет, скорее всего, у вас будет зачет, не зачет, поэтому оценки вы ставить не сможете. А здесь, в принципе, пока не настроено зачет, не зачет, можно ставить в том числе и отметки.
Так, это домашнее задание. Задание можно добавить, предположим, ответ на уроки. И здесь можно поставить отметки. Сохранить и вернуться. Может быть, дополнительному образованию стоит перейти тоже на отметочную систему. Вот видите, можно несколько отметок поставить, если вы добавите еще одно задание. Вот новое задание, предположим, это будет проект. Да, проект ребенок сделал. Тоже можно будет поставить отметки. Сохранить и вернуться. То есть на одном занятии можно несколько отметок поставить. А так, в принципе, отметка ставится на каждом занятии можно ставить. Тестирование. На следующем было у нас 5, 5, 5, 5. Какие-то виды деятельности вы не оцениваете, но они должны присутствовать. У нас же деятельностный подход, и все, что вы делали на уроке, предположим, что там еще было, ответ на уроке, был уже, проект был, практическая работа, предположим, была, но оценки мы за нее не ставили. Но была она, поэтому оставляем. Сохранить и сохранить, изменения сохранены, все нормально. Коллеги, по ведению журнала вопросы. Кому все понятно, цифру 5 поставим в чате. Если с журналом понятно, циферка 5. Хорошо, отлично. Значит, есть возможность быстрого редактирования, но здесь вы будете редактировать либо отметки, либо выставить можно отметку. Вот. N-ку не поставите, если отсутствовал ребенок, и сохранить. В режиме быстрого редактирования. Тоже можно что-то делать, отмечать. Теперь, если мы зайдем, ну вот 2 числа, давайте во 2 число мы зайдем, мы видим тема занятия, назначить вариант планирования. И если мы находимся в журнале, если нажмем темы занятия и задания, загрузить, видите, у нас ничего не заполнено, тема занятий не заполнена. Почему? Потому что у нас нет календарно-тематического планирования. И следующий вопрос, который мы сейчас с вами рассмотрим, как загрузить, как сделать календарно-тематическое планирование. Календарно-тематическое планирование, мы создаем шаблон календарно-тематического планирования, мы с вами создаем в Excel. Шаблоны уже есть. Вот сейчас я загружу, и вы можете даже его из тестовой базы потом выгрузить. Ну, вот есть у меня КТП доп. Образования по дополнительному образованию. Неважно нам, какое там КТП, вот этого шаблона и надо придерживаться. Значит, что в шаблоне должно быть? Вот этот шаблон переделываете под себя. Только вот здесь название, не здесь у нас. Предположим, вот здесь должно быть. Вводная часть. Вот разделы вот здесь будут. Основная часть. Так, и там еще где-то было заключение, по-моему. Итоговая часть. Вот. Вот он шаблон. Значит, дальше здесь у нас мы уберем это, напишем физкультура. Это мой предмет. Какой класс, какой год обучения? 1-й год обучения. Предмет здесь может быть, то есть по какой программе вы идете, физкультура по какой программе, ну и здесь тоже физкультура. Дальше пошли темы уроков по часам. Если одна и та же тема, вот, например, вводное занятие мы поставили 10 часов. То есть все 10 часов они и будут. Уберу я эти 10 часов, 1 оставлю. Но вы можете поставить вот 2, как здесь стоит. То есть 2 раза эта тема и будет повторяться. Ну и сохраню. Вот в таком виде, никак не в другом, это шаблон. Вы можете, здесь вот еще есть содержание, материал, домашнее задание. Можете прям тоже заполнить домашнее задание. Тогда у вас будет
автоматом, а не вручную оно заполняться. Дальше. Каждый педагог создает свое календарно-тематическое планирование, создает экселевский файл. Если у вас несколько объединений работают по одному и тому же календарно-тематическому плану. То есть вот у нас, смотрите, в объединениях есть объединения, могут быть такие, вот, например, 1.1 физкультура, то есть несколько групп, 1.2 физкультура, 1.3 физкультура, то есть 3 группы по одной и той же программе, по одному тому же КТП. Вы создаете одно КТП, но каждый педагог его загружает под своей учетной записью самостоятельно. Самостоятельно, то есть надо под учеткой педагога загрузить. Если зауч загрузит одно и то же КТП всем трем под своей учеткой, вы не сможете его потом редактировать. Либо если под одной учеткой загрузите одному учителю, да, вот один учитель для всех троих загрузит, и вы его возьмете, то потом, не дай бог, значит, кто-то заболел, один педагог, и у него уроки какие-то не проводятся, то они будут не проводиться и у всех остальных, вы не сможете отредактировать. То есть каждый педагог, 3 педагога, у него 3 группы, физкультура 1, физкультура 2 и физкультура 3. В каждой группе работает разные педагоги. Каждый загружает. Одно КТП может быть одинаковым, но каждый его загружает. Каждый под своей учетной записью. Вот это надо понять. Не зауч загружает, не директор, никто. Вы сами самостоятельно свое календарно-тематическое планирование загружаете. Если в журнале надо заменить педагога, вы меняете это в расписании. В расписании, вот, то есть замена какая-то, да, вот на понедельник, вы меняете расписание. В расписании другого педагога ставите. Но этот педагог должен быть добавлен в предмет тогда. В предмет физкультура он должен быть добавлен. Ну, как заменяющий, предположим. Как на замене, но все равно он должен быть добавлен. И тогда у него будет доступ к журналу. Вот. То есть замену педагогов регулируем расписанием. Дальше, двигаемся дальше. Итак, у нас появился журнал, но в нем не заполняются темы уроков. Значит, тогда мы заходим в планы занятий. В планы занятий заходим. Ну, и это тоже должны, наверное, сделать заучи. Создать вам ваше календарно-тематическое планирование. То есть для этого нажимаем, ну, вот тут есть какое-то уже КТП на 21 час, а у нас первый год обучения, и вариант называется ППП. Мы выбираем варианты, и тут есть кнопочка «Добавить». И добавляем физкультура. Может быть у всех одинаковый, но можно, в принципе, если у нескольких педагогов, то добавить здесь еще ФИО. Ну, чтобы было понятно. Хотя это вы увидите по автору, но это тогда надо зайти и увидеть этот вариант. А тут можно ФИО добавить, чтобы сразу было видно, чей это КТП. Добавить. Вариант добавили. Возвращаемся в планы занятий. И вот он добавился. Вариант уже добавился. Вот. Кстати сказать, мы можем в этот вариант добавлять теперь сейчас разделы и темы вручную. Вот если я открою, видите, раздел 1 6 часов, раздел 2 6 часов, раздел 3 9 часов. То есть вот в эти разделы можно кнопочкой редактировать, добавлять, добавить. И вот название раздела. То есть можно, в принципе, не использовать Excel-овский файл, а можно создать вручную. Вот уже тоже кто-то создал еще одно КТП. Теперь следующий шаг – это надо загрузить наши КТП. Если мы не хотим создавать вручную. Вручную, наверное, будет сложнее. Лучше сделать в Excel и загрузить его. Вот она кнопочка «Импорт». Нажимаем кнопочку «Импорт» и находим наш файл на компьютере. Находим наш файл
на компьютере. Итак, он у меня в GIS, папочке GIS.io находится. Так, где моя папка GIS.io? GIS.io. Так, ну и вот сегодняшний, я его отредактировал немножко. Открыть. Вот он загружается. Ну, на 145 часов он, неважно, там у нас меньше часов, но пока такой вариант. И вот он все. Вводная часть 28, основная часть 107, итоговая часть 10. У вас здесь названия могут соответствовать вашему предмету. В физкультуре это может что быть там? Гимнастика, игровые виды и так далее. Все, КТП у нас есть. Теперь мы можем вернуться в журнал, загрузить наш журнал, да, перейти в урок, и вот здесь можно назначить вариант. Либо по-другому, в планах занятий мы можем перейти в варианты, и вот тут есть «Использовать в журнале». То есть в каком журнале мы какой вариант будем использовать. Физкультура ФИО, вот он мой вариант. И у меня 1.1. Физкультура 1.1. Вот в этом варианте я буду его использовать. Если вы сначала начали один учебный план, а потом у вас что-то там поменялось, или вы заметили ошибку, и вы хотите загрузить другой вариант, то тут будут проблемы. То есть вам надо очистить журнал полностью. Удалить из журнала это КТП, заходя в каждую тему. Вот. Заходить в каждую тему, что он тут сказал? Сохранить. Успешно сохранено. Все. Значит, вот этот вариант мы будем... То есть, если вы хотите поменять КТП, честно говоря, это проблематично. Хотя возможно. То есть, вы должны зайти тогда в журнал, в темы занятий, удалить все темы занятий, если они, вот видите, здесь тема не задана должно быть. А если вы какую-то тему уже выбрали и сохранили, уже сохранено, то ее надо будет удалить. Ну, для этого надо выбрать и сказать, тема не задана. Вот. Итак, после этого, когда у вас, это, конечно, вот сейчас занятия, если у вас не начались, перед этим надо загрузить свое КТП. Проверить его сначала, может быть, заучи его должны проверить, все ли соответствует ли количество часов, соответствует ли теме урока, все нормально, соответствует ли программе, и после этого загружаете. И после этого вы что? Когда вы заходите в урок, у вас сразу будет выскакивать занятие такое-то. Вы сохраните, вернуться. И у вас уже в темах занятий это занятие появится. Вот вводное занятие. Дальше заходим. Так, все ли у нас работает? Все вроде бы работает. Всем ли видно, слышно то, о чем я говорю? Видно, слышно. Хорошо, отлично. Пошли плюсики, да. Ну, тогда продолжим работать дальше. Так, загружаем наш журнал. На 4 число автоматом выскочит, когда нажмете карандашик, уже 1-2. И я только сохранить, вернуться. И если перейти в тему занятий, то здесь уже будет 2 темы заполнены. Можно здесь заполнять. 1-3 автоматом она выскакивает. И так далее. Все темы будут автоматом выскакивать. Единственное, что вам надо будет вручную добавлять домашнее задание. С домашним заданием следующий момент. 2 числа вы провели занятие. Вы должны домашнее задание добавить не на 2 число, вот здесь выдать к текущему занятию. Или выдать на текущем занятии. Вот здесь важно. На текущем занятии. Но мы выдаем это уже домашнее задание на следующий урок. То есть вот заполняем домашнее задание сюда. Вот. И здесь пишем, что повторить то-то, то-то, параграф такой-то, пункт 6 параграфа 5, пункт 4.5. Здесь могут быть подробности, вы что там можете записать. Вернуться. Если вы заполните домашнее задание КТП,
Так, почему-то не добавилось домашнее задание. Вот. На котором нет, так, неправильно немножко. Домашнее задание выдано к текущему занятию. Может быть, с этим что-то. Занятие, которому выдано к 4. Вот 2 выдано к 4. Повторить. Сохранить. Вот оно. Домашнее задание выдано. А здесь ничего у нас не будет. Первое занятие было, там домашки еще не было. Вот оно, домашнее задание повторить. Если какие-то другие задания делаете, то тоже можно добавлять еще. Вот это с ведением журнала. Ну вот самое сложное, это как бы КТП загрузить. Но если вам заучи сделают ваш вариант уже, ну, как делать вариант, в принципе, я показал, вы можете видеть сами. То, в принципе, вот как вести журнал, здесь будет понятно уже. То есть выводим посещаемость, отмечаем. Иногда возникает вопрос, вот мы не знаем, почему ребенок отсутствовал, по уважительной причине. В принципе, вы можете, ребенок отсутствовал какое-то время, потом пришел, вы у него спрашиваете там, или он показывает справку, пока вы ставите, предположим, просто отсутствовал, да, не зная причин. А когда уже выясните, почему он отсутствовал, можно исправить. Там, это или по болезни было, или это будет заучи исправлять. Это как у вас будет прописано уже в вашем положении, кто вот за посещаемость у вас отвечает. Либо это отвечает педагог, тогда он заполняет, либо педагог просто ставит «отсутствовал», а уже ответственный за пропуски уроков выясняет причину и исправляет, почему он отсутствовал. Ну или как вы договоритесь здесь уже вести, чтобы это было не совсем так сложно. Но в школах это важно, потому что журнал здоровья можно, в принципе, отчет по заболеваемости. Если болел, то можно получить отчет по заболеваемости. Это как бы для журнала здоровья. Но у вас, вот не знаю, если ведется журнал здоровья, то тоже надо, чтобы было объективно заполнено. Вот. Значит, то, что касается еще педагогов. Зайдя в ученики, они могут, значит, просмотреть свое объединение, хотя оно видно в журнале. Здесь можно выбрать программу. Вот, где у нас тут физкультура наша. Физкультура и год обучения. Первый год обучения физкультуры. Вот наши тут там 4 человека были. Ну, уже 6. Еще, наверное, кто-то зачислил. Вот она физкультура. И 1.1 физкультура есть уже в этом. Вот таким образом. Это журнал. Ну, посещаемость, в принципе, можно отмечать в разделе «Посещаемость». Но здесь таким образом, здесь не очень удобно. В журнале можно сразу всех отметить, а здесь надо заходить в каждого и отмечать. Вот отметили мы, там, предположим, болел, да? Сохранить. Отметили мы, что болел у нас вот, Борисова Ксения. И так в каждого. Не очень удобно. Удобнее, наверное, все-таки в журнале, когда отсутствовал. То есть так вот ведется и это. Следующий вариант – отчеты. Отчеты. Видны сейчас все отчеты, но по умолчанию у вас только будут отчеты видны. А тут еще и статистические отчеты, это для администратора. Ну, например, наполняемость объединений. Вот директору надо посмотреть, сколько человек на сегодняшний день у нас вот, там, на какое-то, на 1 октября, сколько у нас уже детей зачислено, сколько посещают кружки наши, сколько наших детей. Сформировать. И вот он отчет, пожалуйста. Сколько по каждому объединению детей. Дальше. Значит, есть отчет, сводный отчет руководителя объединения. То есть отчеты, вот много отчетов. Ну и вот отчет распечатка журнала объединения. Значит, распечатаем сейчас наш журнал, да?
Если у вас уже, у вас год, вот учет проведенных часов будет вестись только по году. Вот сейчас мы не увидим его. В школах по четвертям. Значит, если вы с 1 сентября по окончании четверти, предположим, по 9 ноября или по 7 ноября первая четверть, то увидим количество проведенных уроков. Иначе, если будет по 1 ноября, не увидим. Сформировать. Формируем сейчас отчет по нашему журналу. И мы видим, вот он наш журнал, вот он наши темы. И если посмотреть, то количество часов мы не увидим. Вот на год весь. Ну вот за год, да. За год есть 3 часа в неделю, 150 часов. То есть по году информация эта видна. Вот этот журнал мы теперь можем вывести на печать, распечатать по концу года и положить для хранения, которое требуется по устаревшей номенклатуре дел. Хотя, в принципе, журнал этот у вас всегда будет в системе. В любой момент вы можете его достать, выбрав год, вот в планировании, учебный год и периоды. И вот здесь у вас будет возможность выбирать год. У нас только в прошлом году создана тестовая база, поэтому других годов нет. Здесь выбрать год и получить распечатку журнала за все предыдущие года или за этот год. В принципе, вот, проверяющие тоже мне уже сказали, как будто бы они тоже не требовали. Раньше требовали распечатку журнала. Сейчас говорят, что мы, в принципе, еще даже до прихода в школу или в учреждение мы уже смотрим журналы и распечатку журналов как бы уже не требуем. Но если только она нужна. Поэтому вопрос, надо ли распечатывать журналы, надо ли тратить на это бумагу, как бы остается открытым. Остается открытым. Так, отчеты. Дополнительных отчетов и конструктора отчета будут только у администратора. С помощью конструктора отчета, вот видите, сколько отчетов здесь много, да? Уже есть. А с помощью конструктора отчетов мы можем создать любой необходимый нам отчет. Создание отчета в конструкторе отчетов – это дополнительная тема для разговора. А дальше в ресурсах. Если у вас рабочее место оборудовано компьютером, и вы используете какие-то интернет-ресурсы, то вы можете создавать здесь всевозможные ссылки на интернет-ресурсы и быстро переходить по этим ссылкам. Вот тут у меня уже создана на сайт Крирос ссылка, да? На GSEO кто-то создавал ссылку. То есть можно создавать разделы, вот кнопочка «Редактировать», и мы можем создать раздел новый. Например, я создам раздел «Физкультура». Да? Физкультура. Создал новый раздел. И хочу в этот раздел добавить какие-то ссылки. Создать. Я иду и ищу что-нибудь по физкультуре. Сайт, который мне нужен по физкультуре. Вот. Физкультура издательство. Вот на Википедию я могу сделать ссылку. Я копирую эту ссылку, перехожу в сетевой город и вставляю ее сюда. Ctrl-V вставить. Вот она вставилась. Наверное, не очень красивая ссылка, потому что там были русские буквы. Но тем не менее. И можно добавить описание, что это Википедия. Сохранить. Все. Ссылка наша создана. Вот он раздел «Физкультура». Раскрываю ее и перехожу по ссылке. Вот таким образом у нас в закладочке «Ресурсы» мы можем создать все ссылки тех сайтов, на которые мы посещаем. Дальше. Личное портфолио педагога можно создать. Но оно не очень удобное. Вы можете создавать какие-то наработки свои, здесь размещать. Так же само. Здесь портрет, несколько разделов есть, достижения, рабочие материалы. Но здесь в основном на прикреплении документов и ссылки. То есть мы здесь прикрепляем документы и прикрепляем ссылки на какие-то интернет-ресурсы.
Ну, точно так же есть кнопочка «Редактировать», и мы можем редактировать, если мы хотим что-то там добавить или сделать. Так, вот она кнопка «Редактировать». Не заполнено, не заполнено. Добавляем документ, либо добавляем ссылку в раздел «Портреты». В раздел «Портреты». Или здесь выбираем портрет, или создаем новый раздел. Так, это личное портфолио. Можно к аттестации накапливать материалы, приказы, по крайней мере, сложить какие-то. Вот вывесили приказ, там его сфотографировали, фотографию сюда прикрепили. Потом, когда начнется аттестация, чтобы не бегать за заучами или за замдиректора, который отвечает за эти приказы, и просить там: Марья Ивановна, дайте мне надо в личное портфолио для аттестации. Портфолио проектов. Если кто-то занимается проектами, проекты можно создавать между объединениями, между учреждениями можно открывать доступ и создавать проекты. Так, проверю, все ли работает. Вот. Так, это по физкультуре нет, а в музыкальных школах есть. А что есть? 16:22, 10 минут назад я говорил. А что есть в музыкальных школах? Если можно, поясните. Домашнее здание, да? Ну да, если нет домашнего здания, просто не заполняем. А если есть, тогда заполняем. Ну, если какие-то уроки не проведены, вот вопрос Лариса задает, количество часов не совпадать. Может не совпадать, но по школам сейчас строго должно совпадать. И по тематическому планированию, и по часам. Может не совпадать, если вы поставили дополнительные часы, тогда будет больше. Вот, непонятно для чего. И может не совпадать, если педагог болел. Ну, какие-то тогда самостоятельные задания дать детям и эти уроки заполнить все-таки, что они самостоятельно изучали. Я не знаю сейчас, как в дополнительном образовании по требованиям к выполнению программ. По общеобразовательным программам требуется, чтобы программа выполнялась как по темам, так и по часам. Несколько лет назад можно было по часам не выполнять. То есть какие-то темы мы блочно проходили, да, несколько тем за один урок и нагоняли как бы программу. Сейчас строго, поэтому и продляют учебный год, если длинные какие-то карантинные мероприятия. Поэтому, этот год исключения, не будем на нем заострять внимание, но то, что было в прошлые года, продляли учебный год, и программа должна быть выполнена в полном объеме. И количество часов проведенных занятий за год должно совпадать с календарно-тематическим планированием. А там уже такое требование, по крайней мере. Так, и в ресурсах есть еще документы. Документы. Есть предустановленные, это то, что устанавливает разработчик. Хотя мы как бы требуем, чтобы он обновлял периодически. Но видите, закон об образовании 2015 года. Здесь, отсюда вы можете взять, прокрутив в конец, отсюда вы можете взять форму согласия на обработку персональных данных. Для того, чтобы завести ребенка в ГИСЭО, вы должны с него и с родителей взять согласие на обработку персональных данных. Вот. Ну, как бы, если это согласие уже в школе взяли, ребенок уже будет в системе. Если не дает родители согласия, то для школ такие случаи были, то есть мы его как-то кодировали. Например, по номеру личного дела. Там К-135. На самом деле это Канев Толик, но у него личное дело К-135. Ну или каким-то другим образом. Вот, то есть обязательно должно быть согласие на обработку персональных данных педагогов, родителей и детей. Отсюда можно его взять, у кого нету, в предустановленных документах. Дальше, внутренние документы ООО. Вы можете сюда размещать внутренние документы, которые регламентируют работу вашего учреждения. Хотя они, в принципе, все у вас есть на сайте.
Это одно из требований, чтобы вот эти вот все документы у вас были на сайте. Поэтому есть время, можете сюда их заполнить, чтобы педагоги могли ими пользоваться. Они будут доступны только сотрудникам вашего учреждения. И документы публичные, которые может, вот от вас управление образования требует какой-то документ предоставить. Вы можете сюда ему разместить и сказать, что вот такой-то документ размещен у нас в ГИСЭО в таком-то месте. И тогда управление образования может посмотреть, не получая ответ за вас. Для родителей вы здесь что-то можете разместить. Например, здесь может быть размещен там, график индивидуальных занятий какого-то ученика. Но видите, они публичные, доступны будут всем. Надо ли это для всех? Но тем не менее можно там как-то зашифровать индивидуальный график ученика там К, а для родителей сообщить, что вы можете посмотреть его индивидуальный график, он называется так. Аттестация. И в аттестации находится педагогическое портфолио. Педагогическое портфолио. Вот в задании будет одно из заданий заполнить педагогическое портфолио. Но давайте, чтобы не терять время, у кого есть доступ к боевой версии, вы уже работаете, вот там его заполните и скриншот мне пришлете. На тестовой смысла заполнять его нет. Ну да, можете добавить там чисто символически что-то, да, добавить какой-то документ. Здесь там один-два разделчика заполните и скриншот мне тоже отправите. Кстати сказать, как делать скриншот удобнее всего? Может быть, кто-то делает приложением браузера. В Google есть приложение для создания скриншотов. Но в Windows есть такой инструмент ножницы. Вот я в поиске набираю НО, ножница. У меня Windows 10, поэтому вот этот вот значок поиска. Если у кого Windows более старый, то в меню «Пуск» там есть «Найти», ножницы. И вот с помощью этого инструмента мы делаем скриншоты. Вот он появился, появились ножницы. Так, все ли у меня работает? Проверю. Все ли видно, все ли работает? 10 в чате поставьте, все ли у нас нормально. 10 можно поставить в чате. В закладочке «Вопросы» у меня 4 вопроса, я к ним обязательно вернусь. Так, итак, заполняем педагогическое портфолио, образование. И здесь надо будет информацию о вашем дипломе. Курсы повышения, информацию о курсах повышения и прикрепленные файлы. То есть скан диплома вы можете прикрепить. Итак, мы остановились на том, что делаем скриншот. Создать. И я беру, желательно, чтобы была ваша фамилия. Ну и вот так вот, чтобы я видел, что это вы сделали скриншот. И мы забираем. Создается с помощью ножниц отдельный файлик. Вот такое окно открывается. Вот я скриншот уже сделал. Его можно сохранить. В меню «Файл» сохранить как. А можно не сохранять, а просто меню «Правка», копировать и вставить в Word. И скриншот этот вставляется. Ну и немножко там уменьшить, чтобы таблица не разбилась, не разрослась. Немножко рисуночек уменьшить. Вот этот ответ вы вставляете в задание, касающееся педагогического портфолио. И так по каждому. Создали вы, там первое задание создать сотрудник, первое задание нормативка, описать, что в каждом документе. Второе задание, там, правда, цифры я исправлю, коль я вам не отправил, да, там создать сотрудника. Создали сотрудника, тоже его, значит, скриншот сделали, вставили в Word. То есть там каждое задание должно быть подтверждено скриншотами. Итак, вот педагогическое портфолио. Итак, договоримся. Возьмите у своего администратора логин и пароль в систему, зайдите и педагогическое портфолио заполните в боевой версии системы. И скриншот мне отправьте. Чтобы не терять время, потом вам все равно придется его заполнять, чтобы двойную работу не делать. Вот. Ну и что? Значит, дальше мы можем поработать с почтой. Еще раз возвращаюсь. Конвертик. И вы можете создать письмо и отправить его любому человеку в системе.
Так, кто у нас уже есть, кому отправить письмо, кто уже зашел в боевую версию? Вот, наверное, Виктория Евгеньевна. Выбираете Викторию Евгеньевну, добавить. Тема письма. О чем? О семинаре. И получилось ли у вас? Получилось. Получилось ли у вас зайти в систему? Получилось ли у вас зайти в систему? Ну, там и подпись. В принципе, здесь видно от кого. Отправить. И уже Валентина увидит, получит мое письмо. А это вот то, что я получил. Здесь можно отправленные есть. Вот я отправил кому? Отправил. Входящие. То есть любому участнику ГИСЭО в Республике Коми, любому педагогу, любому ребенку вы можете написать письмо, найдя его в системе. Когда вы получите письмо, то вот тут появятся циферки на конверте. 1, 2, 3. Это у вас будет количество непрочитанных писем. Ну вот у меня пока нет непрочитанных писем. Дальше форум. Это тоже будет в задании, его надо будет сделать вам. Кнопочка «Добавить», добавляете. И там надо будет чьи-то прокомментировать форумы, да? Чьи-то эти прокомментировать. Вот я сейчас зашел, и этот форум я прокомментирую. Что-то написал. Спасибо большое. Вот видите, да? Благодарю за организацию. Такая форма необходима для... Хотелось бы иметь приближенную версию для дополнительного образования. Спасибо за обучение. Все понятно, доступно. Ответить. То есть вы можете вот в этот же форум и ответить на 2-3. И создать свой форум. Друг у друга давайте поотвечаем. Вот видите, последнее сообщение 1 октября видно будет. И видно, что 22 темы. Опять же, сделали, заскриншотили. Вот что это, я буду видеть, что это ваш форум. Ну и, наверное, то, что вы кому-то ответили, лучше вот таким образом скриншот сделать, чтобы я видел, что вы в каком-то форуме. Так, вот для педагогов, пожалуй, все. Все, что может делать педагог в системе, это, пожалуй, все. Вопросы. Давайте посмотрим, какие вопросы у нас там возникли. Ну, администратор, поставьте себе роль педагога тоже. Поставьте роль педагога. Но, в принципе, да, если не педагог, зачем тогда? Педагогическое портфолио предполагалось, что этот модуль будет связан с модулем аттестации. У ИРТЕХа модуль аттестации дополнительный и платный. Пока Республика Коми его не предполагает покупать, нет денег. Вот, поэтому, но в принципе, потом это все отображается, все эти данные отображаются еще в личной карточке педагога. Поставьте себе роль учитель. Да, администратор может заполнять педагогические портфолио сотрудников через личную карточку, да, это может быть. Но я думаю, будет проще, если педагоги сами вам заполнят, а вы только проверите и поправите, если вдруг какие-то ошибки. Ну, по крайней мере, будет облегчена работа. Будет немножко полегче, меньше заполнять. Если педагоги сами, ну, они аттестацию прошли, заполнили, курсы прошли, заполнили информацию по курсам. Я думаю, это можно доверить педагогам, они это заполнят. Так, что у нас тут есть вопросами? Нет видео. Технический вопрос, нет задания в письме, что вы прислали. По заданию я понял. Сейчас вебинар закончу, я еще раз вам вышлю. Вебинар закончим, и я еще раз вышлю вам. Так, как быть с индивидуальными занятиями в музыкальной школе? Самый больной вопрос. Если вы хотите помучиться, и есть у вас на это время, вы можете составить индивидуально в закладочке расписание время занятий, вы можете составить каждому педагогу его индивидуальное расписание звонков. Видите? Вот тут. И для педагога расписание звонков сделать индивидуальное, если вы это хотите. И можно
получается, у вас будет журнал групповой, и в групповом журнале, у нас нет возможности, в доп. Образовании у нас пока нет возможности создавать подгруппы. Да, коллеги, ну, наверное, вот с индивидуальными журналами пока не получится в музыкальной школе вести их. Может быть, уже некоторые музыкальные школы как бы делали все это. Можно индивидуальное расписание сделать, но вот с журналом навряд ли у нас получится. Пока не готова система к индивидуальным занятиям. Здесь остается пока только для групповых занятий делать. Вести это все. Ну, или как-то выкручиваться. Сейчас посмотрю, но, по-моему, в модуле дополнительного образования деления на подгруппы пока не было. Подгруппы. Нет предметов, делящихся на подгруппы. Давайте зайдем в предметы. Зайдем в физкультуру. Ну вот второй вариант – это для каждого ребенка сделать подгруппу. Подгруппы, добавить. Ага, есть. Подгруппа 1, например. Ну и это тоже будет 1. Сохранить. То есть, в принципе, есть. Вот на каждого ребенка можно составлять Иванов. Иванов. Сохранить. Иванов. Иванов. То есть, в принципе, можно групповой журнал и на каждого ребенка, то есть 20 человек у вас или 15 в группе, на каждого ребенка по данному предмету еще создать объединение. Ой, создать подгруппу. И что мы тогда видим? Подгруппы. Нет учеников в данном объединении, для данного нет. 1-1 я делал для физкультуры. Для физкультуры. Для какого же предмета я сделал подгруппу? Физкультура. Физкультура. Физра. Физическая. Для физкультуры я сделал подгруппы. Вернуться. Так, предмет. Давайте добавим. Добавить. Физкультура. Год. Физкультура. Нет. Не дает. Все равно не дает. Планирование. Обучение предметы. Обучение подгруппы. Да, вот не дает создать подгруппу. Как же нет, если есть? Предметы. Коллеги, педагоги, если есть педагоги, какие еще остались у вас вопросы? Вот подгруппа, 2 подгруппы. Еще вот тут есть подгруппы, но давайте, если я выйду, еще раз зайду. Может быть, после этого появится. Если у нас есть администраторы, педагог, сейчас мы еще с администраторами остановимся и заучами на некоторых вопросах. Продолжить. Да, в заданиях будет добавить сотрудника. Вы заходите в сотрудники, добавить сотрудника кнопочка. И заполняете карточку. Можно свое ФИО, да, дата рождения можно поставить любую другую, не вашу, это уже как бы не вы будете. Имя пользователя, фамилия заглавной буквы и первая буква имени. Пароль придумывайте сами и уберите галочку «Сменить пароль при первом входе», чтобы система не заставляла вас сменять пароль при первом входе. Подтверждаете пароль. И роли: администратор, завуч, педагог. 3 роли поставьте, чтобы не возвращаться вот в педагога тестовича. А уже все действия вы сможете работать под своей учеткой. Выходите из педагога, ну, сохраняете, соответственно,
Выходите из педагога и заходите в систему под своей учеткой, и все задания выполняете под своей учеткой. Вот таким образом мы добавляем сотрудников в систему. Ну, можно, конечно, и по-другому. Там можно их импортировать, если он пришел к вам из другой какой-то организации. Вот импорт, расширенный экспорт, импорт из другой ООО. То есть можете, если в школе он у вас работает, и в доп. Образовании, вы можете импортировать его из школы. И то, что там Андрей писал, логин и пароль будут подходить в обе организации, один и тот же. Правильно, Андрей? Я объяснил, что если импортируем, то обучение, предметы, физкультура, нажать на сам предмет. Угу. Еще раз, обучение, предметы. Физкультура. Один физкультура. Ага. Да. Так, без подгрупп. Вот подгруппа Иванов. Ну, здесь, соответственно, педагог. Сохранить. Все можно. Можно делать. И потом заходим в подгруппы и распределяем детей. Вот они уже все в этой подгруппе. А если еще мы вторую добавим, предметы. Это мы физкультура Иванов. Основной предмет тогда физкультура у нас пропал. Физкультура 1.1. Физкультура. Без подгрупп. Тестович. Сохранить. То есть у нас должно быть вот в закладочке предметы, и деление на подгруппы, и основная группа. Ну тогда группа 1 это будет основная у нас. Группа 1, или давайте переименуем, чтобы было понятно. Ну, это уже, коллеги, это уже заучи и администраторы. По педагогам есть вопросы? Ага, понял. Коллеги, задание, сейчас вебинар я закончу и сразу же отправлю вам задание. Срок исполнения заданий до воскресенья, до понедельника, до 12 часов. Отправлю сейчас, вот закончится вебинар и отправлю. Сейчас мы остаемся с администраторами и заучами. Некоторые вопросы еще разберем, которые их интересуют. А с педагогами, для педагогов, в принципе, можно закончить. Если кто-то хочет послушать административную часть, могут тоже остаться. Так, давайте с подгруппами все-таки разберемся. Итак, подгруппа у нас по физкультуре мы сделали 2 подгруппы. Мы сделали 2 подгруппы. Одна вот, давайте ее удалим и сделаем, предположим, добавить. Это будет основная или как еще лучше назвать, где будут все дети на тех занятиях, где они присутствуют. Основная и основная. Сохранить. То есть вот основная для всех. А вот эта подгруппа, там будет 1 человек, 1 Иванов. Итак, обучение, предметы. Итак, физкультура Иванов есть. И вот здесь же вы ставите зачет, не зачет, либо не оценивается. Если не оценивается, значит и итоговых отметок не будет. А если зачет, не зачет, в конце года вы должны будете поставить зачет, не зачет. Ну, наверное, лучше выбрать зачет, не зачет, иначе на каком основании вы будете переводить детей или выпускать, что они закончили эту программу. Но здесь смотрите, как у вас будет прописано в положении о ведении электронного журнала. Зачет, не зачет, на уроке вы не сможете поставить ничего. Вы можете поставить, можно точку там поставить и считаться, что точка – это как бы положительная оценка. Можно договориться с родителями так и с детьми.
что если стоит точка в журнале, давайте посмотрим в журнал, можно ли там поставить точку. Так, здесь я сохраню. Наверное, нельзя будет поставить точку. Так, нет, не будем отсюда уходить. Предмет. Добавить. Физкультура. Физкультура. Основная. Педагог Тестович. Год. Сохранить. Вообще выкинула. Я думаю, добавится. Вот добавилась. Вот она основная группа. Да, и вот она. Теперь нам надо поделить, кто в основной, а кто не в основной. Подгруппы. Вот. Наоборот. В основной все. По-моему, ученик не может быть там и там. Состав был сохранен. Журнал. Физкультура. Физкультура основная. Мы не можем, потому что мы переделали. Нет расписания. Для основной группы нет расписания. А здесь мы не можем уже, потому что стояли отметки. Стояли отметки, поэтому он всех по умолчанию. Я его переделал из физкультуры. Вот. То есть, в принципе, можно создать подгруппы и зачислить для каждого ребенка, создать подгруппу для индивидуальных заданий, создать ему расписание, и для него будет журнал. Вот это ответ на вопрос. У нас был вопрос, как быть с индивидуальными занятиями в музыкальной школе. Ну, это надо будет, конечно, посидеть заучу. Вот это, то есть каждый предмет надо разбить будет на каждого ребенка. Да, Андрей, спасибо, я понял уже, почему у меня там почему там у меня ничего не делалось. Потому что там стояли оценки, посещаемость и так далее, и поэтому они уже были в той группе Иванов, которую я переименовал из физкультуры. Андрей, ты мне посоветовал переименовать, я переименовал, надо было создать новую. Вот. Ну, в общем-то, так можно. Коллеги, еще для администраторов, особенно кто только сейчас приступил к сетевому городу, у вас должна быть в закладочке управления карточка, у вас должна быть заполнена вот здесь карточка на образовательную организацию. Там, где номер телефона, контактная информация, заполняем без восьмерки, 10 цифр, без скобок, без восьмерки, код города и телефон. 10 цифр должно быть. Для чего это? Все равно, скорее всего, может быть, со следующего года будет организована запись в дошкольную образовательную организацию. Дополнительного образования организацию, и вы будете все в модуле Е-услуг. В модуле Е-услуг требование такое, что телефон должен быть, вот как я сказал, без восьмерки. Поэтому телефон без восьмерки 10 цифр. Если больше цифр, тоже будет неправильный телефон, если больше 10 цифр. И при синхронизации Е-услуг и сетевого города эта ошибка выскочит. То есть карточка у вас должна быть заполнена. Если есть лицензия, аккредитация, карточка здесь администрация, да, заполняем. Контактная информация, другая информация, здесь банковские реквизиты. Все это надо будет, когда вы начнете заполнять статистический отчет. То есть если карточка будет заполнена, все эти данные перейдут в статистический отчет автоматически. То есть это в отчетах, статистическая отчетность. Вы сдаете отчет 1 ДО, и вот, наверное, 1 ДОП какой-то появился отчет, да? Вот здесь будет у вас сразу все заполнено, все ваши данные, когда будет заполнена карточка. Дальше, то есть первое, заполнить карточку, в том числе, если есть лицензия или аккредитация, тоже дополняете сюда
заполняете сюда эти документы. Дальше то, что я говорил, настройка прав доступа. Вот эти можно не трогать настройки вообще. Настройка прав доступа. То, что я говорил, доступ к журналу, вот, завершение сеанса, количество минут неактивности 15. Смотрите, здесь вы можете настроить права для всех видов пользователей. Для администратора, для зауча, педагога, ученика и так далее. Вот посмотрите, у нас для учителей, для педагогов журнал должен быть настроен так, что они могут просматривать только своего объединения. А не вот эта галочка должна стоять, все объединения. Педагог видит только журнал и может редактировать только журнал своего объединения. Даже если взять зауча и взять журнал, ну вот тут по умолчанию не стоит редактировать оценки посещаемости объединений. То есть вот этого не должно быть. Только педагог может редактировать, зауч может просматривать. Но если вы доверите заучу или кто-то у вас будет отвечать за посещаемость, то есть педагог поставил, отсутствовал ребенок на уроке, он же не будет выяснять причины, почему или как. Или если выясняет, то зауч, тогда придется эту галочку ставить. То есть здесь вот администратор, с ролью администратора вы можете настроить роли всем, все роли, какие вам нужны. У кого какой доступ есть. Но по умолчанию, в принципе, все настроено и лучше пока не трогать. Разве что завершение сеанса. И еще один момент, значит, сколько времени может быть доступен журнал для редактирования. Вот здесь есть запретить редактирование текущих оценок и посещаемости по прошествии 7 дней. Если мы поставим 7 дней галочку, то на следующей неделе уже предыдущую неделю редактировать никто ничего не сможет. Поэтому здесь лучше увеличить количество дней, там, ну, пусть месяц, да, месяц, а уже через месяц доступа не будет. Тоже на ваше усмотрение, и как это будет у вас прописано в положении о вашем электронном журнале. Коллеги, все ли меня слышат, видят? Продолжаем работать, да? Нормально, все видно, слышно. Это был права доступа. Здесь вы можете их настроить. Сотрудники. Если у вас есть кадры, то лучше всего поручить заполнение карточек сотрудникам, кадрам. Вот мы берем педагога какого-то, да? Фамилия, имя, отчество, как бы вот данные такие. Кстати сказать, если сотрудник потерял пароль или мы хотим ему сменить, вот здесь мы меняем пароль для сотрудников. Хотя первоначально, если вы начнете только работать, вы можете вот нажать кнопку «Сформировать новые пароли» и здесь выбрать всех, но тогда пароль и у вас поменяется. Либо выборочно, то есть выбрать всех. И тогда мы меняем только, и либо вот кому-то только меняем. Так, сформировать новые пароли, продолжить, и выбраны пользователи, и мы выбираем пользователей. Кому мы хотим сменить пароли. И кнопка «Продолжить». Значит, вот этим пользователям будет сменен пароль. Но если кто-то из вас попал сюда, вот такое окно выйдет. И вы можете его распечатать. Ctrl-P, выводим на печать, а можете сразу для всех сменить пароль. Так, что-то не то окно он мне выдал. Мне надо вот это окно. А, вот, на печать. На печать. И дальше Ctrl-P. Вот. Распечатываете, разрезаете и каждому выдаете. У него будет логин или имя пользователя и пароль. Галочка должна стоять, что каждый должен сменить. Должна стоять галочка у
пользователю сменить пароль при первом входе в систему. Это для педагогов. Дальше. Документ, удостоверяющий личность. Не все педагоги дают согласие на то, чтобы размещать данные паспорта. Ну, боятся пока. Боятся, что действительно... Но система защищена, утечка может произойти на уровне человеческого фактора. То есть кто у вас администратор, кто отвечает за доступ к персональным данным. Поэтому должен быть приказ о доступе к персональным данным, назначить таких-то, таких-то, и они должны подписать, что они не имеют права разглашать и прочее, прочее, прочее. В этом приказе прописано, что их права и обязанности не имеют права разглашать данные и прочее, несут ответственность в соответствии со 152 ФЗ о персональных данных. Личные достижения. Если есть у педагога какие-то победы, конкурсы, грамоты, сюда можно добавить. Контактная информация, адрес проживания, телефон и e-mail. Желательно, чтобы был и e-mail, и телефон. Иногда мы ищем педагогов через ГСО, через эту систему. И очень удобно, когда у него есть и телефон, и есть e-mail, можно написать. Вот, поэтому как бы e-mail ставим и указываем e-mail. И дополнительная информация. Дополнительная информация тоже должна заполнена быть полностью. Тут много. Вот это табельный номер, как бы, да, кадр заполняют. Тема самообразования на ваше усмотрение, номер приказа, дата приема. Основная должность обязательно должна быть заполнена. Если это школа, не просто учитель, а учитель русского языка, учитель математики и так далее. То есть должности. Если какой-то должности у вас есть, а здесь нету в перечне, ну тут как бы тестовая версия, поэтому может не все быть. В боевой версии посмотрите, какой-то должности не хватает, пишите мне, мы добавим. Должность можем добавить. Дата аттестации. Дополнительная должность, если человек на 2 ставках работает или на 1,5 ставки еще. Общий стаж тоже можно заполнить здесь. Общий стаж. Семейное положение. То есть карточка достаточно большая. Видите какая? Все должно быть заполнено. Если это заполняют кадры, то у вас есть возможность выгрузить сразу унифицированную форму Т2. Пришел к вам работник, заполнили в ГСО, вызвали унифицированную карточку Т2 на распечатку, Ctrl-P, распечатали, вложили в личное дело, дали сотруднику на подпись, потому что на 4-й странице там есть подпись сотрудника. Вот, не надо вам ничего вручную заполнять, да, вот работник, личная подпись. Работник службы такой-то. И у вас сразу есть личное дело. Но для этого должна быть заполнена вся карточка. Вот это вся дополнительная информация. Так, вопросы? Какие-то вопросы есть по этим 2 моментам? Все ли меня слышат? Циферку 1 в чат. Не все ли еще разбежались? 20 человек убежало. Хорошо, все понятно, да? Ну, хорошо. Это по личной карточке педагога. Аналогично по личной, ну, вам учеников в принципе не надо, это школы. Соответственно, и родители тоже школа заполняет, вы их только видите. Ну, там какие-то поля есть, но я думаю, они несущественные. Какие-то поля есть, которые можно заполнить для детей. Давайте посмотрим, что здесь. Дополнительная информация. Видите, ничего вы заполнить мы не можем. Все заполняет школа. Только дополнительное образование можем заполнить. Горячее питание можем. Вот это можем заполнить. Вот там, где не заполнено, то если будет школа заполнена, то, скорее всего, нет. Статистику посещений можете смотреть. То есть тут можно и по категории пользовать, кто посещает у вас по времени. Было еще способ входа, вот, да, или ЕСИО, это портал госуслуг, единая система идентификации, либо логин и пароль, тоже это можно отслеживать, кто посещал нашу систему. Ну вот давайте со 2 сентября 02 09 2019 года.
31 августа. Давайте посмотрим. Обновить. Ну, вот здесь видно, значит, и время входа, время выхода, IP-адрес. И как заходил человек в систему. Ну, все пока не заполнено. Вход через EC не осуществлялся. А в своей боевой версии вы можете просмотреть этот отчетик. Дальше движение учащихся мы уже с вами как бы посмотрели. Дети зачисляются и отчисляются через эту систему. Поэтому для тех, кто вот спрашивал, мы там давно начали заполнять и остановились. Возможно, проще посмотрите, какой у вас текущий год. 16-17, например. Вам проще сейчас всех детей выбыть, если они там есть, и в планировании учебные годы и периоды нажать кнопочку «Формирование следующего года». Формирование следующего года. У вас сформируется там следующий год, 17-18. Опять зайти в 17-18 году у вас, ну, давайте сформируем, сейчас начнется формирование. Да, и вот сейчас у меня будет создан 20-21 год. Вот. Когда вы его сформируете, и детей, ошибку выдает, непонятно почему, и детей у вас уже, детей отсюда вы убрали из 19-20, нажмете на следующий учебный год, и опять заходите в планирование учебный год и периоды, и здесь у вас будет «Открыть новый год». Открываете. И тут же нажимаете «Планирование учебный год», «Формировать следующий год». И таким образом, пока не доберетесь до 2020-2021 года. У вас в объединениях, вот все объединения, которые здесь есть, они перейдут на следующий год обучения. То есть будет не один английский язык, а будет два английских языка. А у нас программа одногодовая, нам не надо два английских языка. Поэтому вот те объединения, и они все будут вот здесь у вас квадратики светленькие. То есть надо будет нажать на этот квадратик и удалить. То есть все ненужные объединения, которые перейдут в новый учебный год, вы удаляете. А если вам надо добавить новые, кнопка «Добавить». Но прежде чем добавить объединение, вы должны создать программу. Вот создаете программу, а потом уже добавляете. Но он просто вам не даст добавить объединение. При добавлении объединения вот эта циферка означает год обучения. Вот здесь у нас запланировано 4, видать, в программах где-то есть программы на 4 года обучения. То есть давайте зайдем в программы, посмотрим. Вот видите, программа на 4 года обучения, поэтому он там выдает цифру, какой год обучения. Есть на 3 года обучения и так далее. То есть если объединение, если программа на 3 года обучения, то и объединение можно создавать 1-го года обучения, 2-го года обучения и 3-го года обучения. Вот добавить, первая цифра означает год обучения. Пустое окошко. Если, предположим, у вас программа там, вот так, как мы брали, физкультура, да? Физкультура. Где у нас программа физкультура? Физкультура. Вот, руководитель, там выбираем Тестовича, да? Педагог Тестович. И у педагога, и у вас несколько групп 1-го года обучения. Вы можете, как в школе, 1 А сделать, потом 1 Б, кабинет, спортзал, нет, кабинет, спортзал, и количество учеников, там 15 человек. 1 А будет, либо, как у нас уже там есть, точка 1, это будет 1.1, 1.2, ну 1 есть уже, 2 мы можем создать, 1.2 физкультура. Вот так вот, добавить. И вот сейчас наше это объединение добавилось. Вот оно где, 1.2 физкультура. Вот здесь Оксана, руководитель, а здесь педагог Тестович. То есть вот это пустое окошко, здесь вы сами добавляете либо букву, либо цифру, точка, цифра, ну какая у вас нумерация есть будет. То есть это как бы деление уже предмета на несколько групп. Создали объединение. Дальше переходим. А, кстати, вот здесь вот еще с предметами мы уже работали. Компоненты. У вас только федеральные компоненты, эти региональные, этот можно удалить.
я знаю, что в ВОДО вы работаете на основании, у вас все компоненты. Но если есть региональный либо школьный, ну, оставляем тогда. Дальше, направление, общеобразовательное. И вот здесь мы ставим галочки, какого года обучения. Вот, не знаю, 5-го года обучения программы нет, поэтому убираем. Там 1, 2, 3, 4 было. То есть вот здесь вот это года обучения. В школе это классы, а у нас это будут года обучения. В программе у вас написано, в введении к программе написано, на сколько лет обучения предназначена программа. Вот это заполняем здесь, сохранить. Это планирование, направление, нагрузка. Теперь здесь проставляем, какая у нас максимальная нагрузка в объединениях первого года обучения. Где-то может быть 4 часа, где-то 5 часов, где-то 7, где-то 6. Сюда мы ставим максимальную 7. Вот есть в каком-то объединении первого года обучения, иначе в учебном плане у вас потом будет превышение. Мы ставим цифру 7. Последняя цифра при сохранении автоматически исправляется. То есть предельно допустимое и сколько у нас будет по учебному плану. 7 часов. Дальше переходите к учебному плану. В принципе, я показал уже, если какие-то у вас уже предметы есть, то вы можете здесь в таблице править. Вот видите, вот по этим предметам идет превышение нагрузки, потому что здесь наставили что-то, много всего наставили. Но если я удалю и начну сохранять, он у меня сейчас по всем этим начнет предупреждать меня, что есть превышение нагрузки. Почему я и щелкал так долго, вот 3, 4, вот это. То есть вот эти все превышения, он меня предупреждает, что есть превышение нагрузки. Так, если мы хотим добавить в учебный план новый предмет, у нас его еще нет здесь в таблице, соответственно, его не будет в расписании, и мы хотим добавить его. Есть кнопочка «Добавить нагрузку». Открывается такое окно, компонент выбираем, если школьный или регулярный будет, выбираем этот предмет, и в каких объединениях он будет, проставляем количество часов. То есть вот тут все объединения будут выведены, но уже объединение должно быть создано. Количество часов проставляем. Вот. И кнопочка «Добавить». И у нас этот предмет добавится в учебный план. Так, ну сейчас вот я просил, да, без сохранения данных. Потом вы можете здесь, значит, если у вас длинный он получится, то тут можно фильтры поставить по объединениям, по годам обучения. То есть можно в учебном плане ставить фильтры. Вот он, ваш учебный план. А предметы лучше делить, ваши предметы в закладочке предметы, лучше относить к каким-то, делить на области, вот как здесь, да, чтобы удобнее было и потом в учебном плане, они тоже будут соотноситься к областям, чтобы проще было искать, а так не так, что они будут все один за другим идти, тяжело их искать. Вот фантазеры, да, но это кружок фантазеры, здесь вот неправильно, все-таки это не область фантазеры. А это кружок. Ну, пусть так хотя бы выделили. Так, обучение. Здесь вот предметы. Вам потом придется добавить в каждое объединение те предметы, которые будут. Но, как правило, это будет один. Если деление, вот как в музыкальных школах, на подгруппы, то будет здесь вот 15 человек в группе, значит 16 предметов здесь будет. Основная и 15 учеников. Для каждого свой журнал, если вы пойдете по этому пути. Я надеюсь, что пойдете, потому что, чтобы полностью отказаться тогда от бумаги. И у вас будут и индивидуальные журналы тоже в электронном виде. В электронном виде будут индивидуальные журналы. Так, подгруппы мы тоже уже разобрали. Здесь вы будете делить детей на подгруппы. На подгруппы будете делить детей. Коллекция ресурсов. В системе есть коллекция ресурсов, и сейчас подключили еще один какой-то ресурс. Вот, надо было это и педагогам рассказать. Есть вот какие-то, пока демо-версии. Хотя в боевой версии у нас должны быть подключены ресурсы нового диска. Вот они до сегодняшнего дня, по-моему, продляли. Они платные, конечно,
Но мы с ними будем еще договариваться, чтобы они, может быть, до конца года продлили как бесплатный нам вариант. Вот. То есть есть ресурсы нового диска. То есть какие-то обучающие программы. Поэтому здесь надо будет посмотреть. И в учебных курсах тоже появился новый курс. Значит, я выложу на сайте Криро в руководствах пользователя, выложу руководство пользователя по обновлению, которое вышло в мае. И там вот рекламируется новый курс там какой-то, есть для детей. Тоже можно использовать. То есть система, в принципе, предназначена не только для, так сказать, введения какого-то статистики, да, журнал вести, но и здесь есть некоторые учебные материалы. Некоторые учебные материалы здесь можно тоже найти, посмотреть. Расписание. Если вы будете составлять расписание, первое, что вы должны сделать, это кабинеты. Кабинеты даже раньше, чем создание объединений, потому что в объединении вам надо добавлять, потом будут кабинеты. Кабинеты желательно указывать полностью или хотя бы площадь. Длину, ширину тоже указывать. Из паспорта лучше. Почему? Сейчас по некоторым детским садам при интеграции с e-услугами тоже выдавал ошибку, что не все было заполнено. Поэтому лучше сразу заполнять, взять паспорт, здание и длину, ширину, площадь поставили. Чтобы вдруг, когда на следующий год у нас будет через e-услуги запись в доп. Образование, вот, то уже никаких проблем у нас с интеграцией с модулем e-услуг не было. То есть, в первую очередь, кабинеты, потом уже объединение делаете. Время занятий. Время занятий – это звонки. Если кто-то не хочет делать индивидуальные, для каждого педагога, может быть, на начальном этапе это не надо, я предлагаю сделать основное расписание звонков и сделать его таким образом, что у вас, предположим, первая смена с 1 по 6 урок, а уроки это будет первый урок с 8 до 9, второй урок с 9 до 10, третий урок с 10 до 11. И кто попадает в этот промежуток, предположим, в 10-15 у меня урок, это значит будет третий урок, который с 10. Конечно, немножко неправильно может будут видеть родители, но будет проще вам пока, кто еще ничего вот не начинал, особенно это касается вот там, где много индивидуальности, индивидуальных занятий для музыкальных художественных школ. Делайте основное расписание. То есть первая смена у вас до 6 урока, до 2 там. 7 урок, там с 2 часов, это уже вторая смена. Ну и там до 8 или до скольки у вас будет, до 8 часов вечера. И вот это основное расписание можно применить ко всем дням недели, когда вы сделаете. А здесь просто кнопка «Добавить». Вот я беру смена 1, занятие 4. Оно у нас уже будет с 11:00 до 11:59. Ну, пусть будет 55. Добавить занятие, да? А следующий 5-й урок будет первая смена, 5-й урок с 12:00 до 12:55. Добавить. И 6-й урок, первая смена это еще, 6-й урок с 13. Такое у вас будет пока основное расписание до 13:55. Вот. А вот это уже будет, следующее уже это будет вторая смена. Ну, предположим, следующие 6 уроков. Первый урок во второй смене. Номер занятия можно 7. С 14 до 14:55. Это расписание можно, ну и так далее. Ой, вторая смена, 7-й урок. Да. Применить ко всем дням недели. И потом, если у вас в воскресенье нет занятий, с воскресенья можно удалить. С воскресенья можно эти занятия можно будет удалить. Кнопочкой. Этой кнопочкой можно удалить, выделить и удалить. Ну вот уже здесь на воскресенье есть какие-то уроки, потому что используются. Сохранить.
Все, расписание звонков сделали. Вот, назначили это расписание. Ну, можно там при назначении, вот назначение вариантов. Там можно выбрать образовательная организация и для нее основное расписание назначить. Либо для объединений. Вот как здесь, для каждого объединения мы можем основное расписание назначить. Назначаем этот вариант и сохраняем. После этого составляется для каждого объединения расписание. Это я уже показывал, как делать. Здесь у вас количество полосочек будет соответствовать учебному плану. Расписание я показывал, как делать, составляете расписание. Для каждого объединения сохраняете его, соответственно. Если у вас отменяется занятие, вот кнопочка «Отмена». Соответственно, если педагог болел, а потом провел дополнительное занятие за то, что он болел, вы можете это расписание добавить в урок. Добавить этот урок в расписание. И, соответственно, чтобы выполнить программу. Коллеги, по письму с заданиями, сейчас я отправлю, закончу вебинар. Андрей, я не понял твой вопрос. У тебя есть камера? Давайте я подключу. Конструктор уроков. Нету? Что ты имел в виду под конструктором уроков? Где оно есть? Ссылку можешь вставить тогда в чат? Так, расписание сделали. После того, как будет создано расписание, появится журнал. Если нет расписания, вы видели, да? Вот если я возьму журнал какого-то объединения другого, то его может не быть. Это есть. Ну, давайте какой-нибудь загрузить. Ну, вот нету, да? То есть нет расписания. Создайте расписание по этому предмету. Отчеты. Вот для вас будет, посмотрите, тут много отчетов, да? Много отчетов, и в том числе статистические. Некоторые формы статистических отчетов заполняются вручную, а там, где касается, вот сколько численности учащихся у вас, да, есть кнопочка «Авторасчет». Вы на любой день можете ее нажать и сохранить, вот предположим, да, и у вас это сохранятся данные на сегодняшний день, на 1 октября. Вот. Какие-то пункты заполнять будем вручную. Ну, давайте я сохраню. Вот он сохранил, да, то, что есть. Что-то будет заполняться вручную, но там, где касается цифр, практически везде авторасчет. Если у вас все правильно, статистический отчет можно брать из ГИСЭО. Он выгружается на печать. Вот. Так, в Excel не помню, выгружается он в Excel или нет. Нет, по-моему. Жалко. То вы же сейчас статистические отчеты загружаете на федеральном сайте. Вот экспорт в Excel. Когда он будет заполнен, закрывать форму не торопитесь. Когда вы все проверите, все у вас будет правильно, вы закроете эту форму, и он будет доступен управлению образования. То есть не надо будет уже, чтобы управление образования с вас трясло, дайте эту форму. Они ее увидят. И есть экспорт в Excel. Но должно быть все проверено, откатить иначе нельзя будет. Понял, о чем ты говоришь. Это обучение. Вот здесь вот сейчас в боевой версии есть конструктор уроков. Но я говорю, это новый диск открыл доступ, сейчас они закроют доступ. И можно конструировать свой урок и добавлять туда всевозможные электронные ресурсы. Это вот Андрей Ким говорит о том, что есть конструктор уроков в системе ГИСЭО. Он как раз находится в обучении. Вот здесь, где коллекция ресурсов, здесь в боевую версию, если зайдете, вы увидите, если еще сегодня не закрыл новый диск, доступ к этому. И там будет конструктор уроков, но это отдельная тема разговоров. В нашем видеозале можно найти
вебинары, мы их проводили в апреле по работе с конструктором уроков. Есть там вебинар от нового диска, мы совместно проводили этот вебинар, можно посмотреть будет. Так, коллеги, в принципе, я рассказал все. Какие будут вопросы? Так, в закладке вопросов нет еще. Ну, пока еще есть, да? То есть они сказали, ну, забыли, может быть, не закрыли доступ. Поэтому, как бы, вот таким образом. Итак, есть ли вопросы? Сейчас буквально я заканчиваю вебинар, попрощаюсь с вами и отправлю вам письмо с заданием. Ну и те, кто в чате мне написал, кому надо выслать, я тоже вышлю. Поскольку регистрационная форма сломалась, кто-то мне на почту тоже звонит, было пару звонков, отправили мне заявочку на почту. Тоже отправлю всем. И надеюсь, что вы быстренько ее выполните, все эти задания до воскресенья. Ну, в крайнем случае, в выходное воскресенье у вас будет возможность. 4-5 числа мы делаем приказ и делаем рассылочку сертификатов. Все, кто выполнит задание, получат сертификат о прохождении семинара по программе, по 6-часовой программе. Кто просто прослушал и не выполнил задание, ну, просто прослушали. Научились что-то делать. Спасибо всем за внимание. До новых встреч. Я думаю, мы еще увидимся. У вас вопросы будут возникать, и мы будем уже глубже залезать и рассматривать более глубоко работу в ГИСЭО, если они будут. Данный семинар есть в записи. Пока сегодняшнего семинара нет в записи, завтра будет, но есть в видеозале. Еще раз покажу. Сейчас, подождите, включу сейчас демонстрацию экрана и покажу, где он есть. Так, видно мой экран? Нолик поставьте, если видно. Нолик. Итак, на сайте Крiro, сайт kriro.ru, видеозал. Заходим в видеозал. У нас тут много вебинаров. Вот мы уже стали делать вот по разделам и раскидывать. ГИСЭО. И вот есть вебинар от 28 марта, февраля 2019 года для организации дополнительного образования. И сегодняшний есть модуль дополнительного образования. Но записи пока нет. Запись завтра здесь будет. Запись сегодняшнего завтра. Но сейчас выполнять задания вы можете ориентироваться на этот вебинар, что-то там, если прослушали. Так, понятно по записи? Людмила Ванеева спрашивала запись вебинара сегодняшнего. Будет завтра. А как бы для выполнения заданий можете на тот вебинар ориентироваться. Коллеги, всего доброго всем. Не болеть. Побыстрее прогнать наш этот долбанный коронавирус, извините за грубое слово, и чтобы было все нормально. Всех благ вам, удачи!